Глава Якутии подписал указ о проекте «Мы – будущее России». Как воспитать истинного патриота своей страны, республики, как для этого должны взаимодействовать органы власти, общественные организации, образовательные учреждения. Об этом мы поговорим сегодня с председателем Русской общины Якутии и председателем Ассоциации подросток Александром Подголовым. Александр Григорьевич, здравствуйте. Рады приветствовать вас в нашей студии. Тема достаточно интересная, пожалуй, и не только, еще и актуальна. Вот на ваш взгляд, чем обусловлено появление такого указа, чтобы разработали такой проект и вообще поясните, в чем же суть-то его? Ваше мнение, скажем так. Мое мнение, да? На самом деле, о том, что вы сказали, это, наверное, надо все-таки спрашивать у Александра Сергеевича. Мое личное мнение, что просто уже и подошло время, и слишком много различных проблем, слишком много различных мнений, подходов к патриотическому воспитанию, да, к отношению к своей стране, к своему месту проживания. И я думаю, что, конечно же, именно руководствуясь этими вещами, был издан этот указ. Я бы не сказал, что у нас совсем все плохо, но я думаю, что нам просто надо, как сейчас говорит молодежь, наверное, переформатировать вообще само отношение к патриотическому воспитанию. Наверное, надо что-то вводить новое, что-то надо вспомнить старое, что-то хорошо уже, которое устоялось и которое у нас давно практикуется. А может быть, пора уже что-то придумать такое новое, креативное, совершенно менять подходы к воспитанию. Означает ли из того, что вы сказали, что-то внести новое, да, все-таки развиваемся и мы, и мир, и все подходы, как говорится, не только к этому понятию и ко всему остальному, да, что именно само понятие патриотизма, оно немного, изменилось, скажем так, в понимании молодежи, по крайней мере. Да, при этом я не могу сказать, что это к сожалению, потому что все-таки эта информированность, это то, что теперь общение людей и совсем изменилось по сравнению, например, даже с вашей молодостью, я уже не говорю про свою, да, поэтому очень серьезные изменения, и поэтому и отношение другое, и мне кажется, очень серьезно у нас гораздо больше людей инфантильных стало в связи с этим. Тут есть плюсы, есть какие-то минусы, но все-таки что-то делать надо. И поэтому этот указ, я думаю, как раз вовремя. Может быть, даже надо было и чуть раньше. Из чего, из каких пунктов, по вашему мнению, должен состоять этот указ? Ваше мнение. Нет, давайте мы поговорим. Там же в основном сейчас о чем идет дискуссия, это, конечно же, идет об исполнении гимна в учебных заведениях. Да? Я могу вам сразу сказать, я когда был директором школы, в нашей школе номер 12 специально был написан гимн композитором и поэтом именно к нашей школе номер 12. И мы каждый понедельник всей школы исполняли этот гимн. И все школьники знали, что это гимн нашей школы. Мы не брали какой-то там другой мотив какой-то известной песни, переделывали стихи. Полностью под себя было полностью свой гимн. Кстати, по-моему, сейчас школа 12 перестали гимн, но это вопрос к директору. Сейчас, например, то же самое и в детском доме, где я являюсь председателем попечительского совета, тоже 8 лет есть гимн детского дома. И все дети это знают. И все встают и поют это, делают это с радостью. И то, что гимн страны будет исполняться в школе детьми, это хорошо. Но тут же опять надо, наверное, смотреть на то, как к этому будут подходить учителя. Если они будут подходить формально, то, конечно, и дети будут точно так же относиться к гимну. А если будут подходить к этому делу искренне, с душой. Даже не могу подобрать нужного слова. Как найти нужный подход к педагогу, чтобы он правильно это все преподнес? Педагоги, тут даже я не думаю, что прям сразу можно придумать. Например, каждый день солирует какой-то класс. Сегодня 1 А, завтра 2 Б, послезавтра 3 Г
потом 4-й, 5-й. И на самом деле могут придумывать и исполнять эту песню каждый класс, а другие могут просто слушать или подпевать. Потом смените, и пусть этот гимн исполняют, например, в костюмах татар, башкиров, русских, якутов, эвенков, понимаете? У нас 120 только в нашей республике национальности живет, да? Или пригласите, пусть с вами вместе поет какой-то там, придет какой-то известный человек, известный певец. Все, опять же, зависит от того, как будет этот указ исполняться. Если опять будет исполняться формально, например, пришли дети, включили им музыку гимна, они постояли и разошлись. Но в этом вопросе у вас уже есть некий опыт. Вот как Да. в вашей школе было, как это происходило? Нет, Это было общее построение. мы не каждый день пели, естественно. Мы в понедельник, вся школа выстраивалась на общую линейку, и мы все вместе, учителя и дети, пели гимн нашей школы. Потом при любом торжественном мероприятии, которое проходил в школе, он всегда начинался с гимна школы и, конечно, гимна республики и гимна нашей страны. И, поверьте мне, детям это нравится, это дисциплинирует. И я думаю, что просто, я еще раз говорю, все зависит, как этот указ исполнять. Можно, конечно, сесть и опять, как говорят подростки, и сидеть и гундеть. Вот почему мы должны каждый день петь. Ну, я не думаю, что нужно каждый день петь. Пусть он звучит, ведь наших же родителей, у многих до сих пор радио стоит на кухнях, да? Но каждый день в 6 утра, их же это не раздражает. Люди привыкли нормально слушать свой гимн своей страны, своей республики в 6 утра каждый день. Почему этого нельзя сделать для школьников, я не знаю. По-моему, это нормально. Ну, пока это проект, я думаю, обязательно будут учтены все вопросы и пожелания, предложения, и, наверное, к какому-то единому все-таки мнению придут. И... Ну, не знаю, по-моему, все-таки это уже указ, и его надо просто исполнять. Но вот мы будем с вами сейчас дальше продолжать эту тему, да, истинный патриот. А вот, по вашему мнению, кто такой истинный патриот? Вот в реалиях современного мира кто это? Какими качествами, какими заслугами должен обладать? Ой, ну тут я не заслугами патриотами. Вот тут беседую очень часто с различными товарищами, да, которые всегда говорят, что вот это патриот, это там убежище подлости и прочее, которые люди себя называют, да, ну, как бы ссылаясь на классика. На самом деле, я считаю, что это не так. И, понимаете, патриот это... Если мне не нравится, грубо говоря, там Айсен Николаев, там Владимир Путин, это не говорит о том, что это мне должна не нравиться моя страна. Но очень многие люди свое отношение к тому или иному политику почему-то начинают переносить на нашу страну. Понимаете, страна это же и родина, это же не, конечно, люди. Но это не какой-то там один человек. Это целая общность людей, это природа, это наша литература, это наши традиции. Кстати, вот по традициям я тоже считаю, что вот один очень хороший человек сказал, что когда передаются традиции, это передается огонь поколений. А когда традиции забываются, то поколения начинают поклоняться пеплу. Поэтому патриотизм это все-таки... Меня тоже очень многих смущает, когда слишком берет себя в грудь и кричит, что он патриот. А патриотизм, он все-таки доказывается не словами, патриотизм, он все-таки доказывается делами. И поэтому вот этот указ, это ведь только какой-то там совсем небольшой элемент воспитания патриотизма. Сам патриотизм, он все-таки, что ни говорить, он все равно начинается в семье. Он начинается в том месте, где мы проживаем. А государство, оно только делает какие-то там небольшие штрихи, какие-то элементы в поддержании патриотизма. А в первую очередь, конечно, это должно идти от семьи. Ну и, конечно, в первую очередь от государства должно формироваться в школе. В детском саду, в школе. Как вот
разграничить такие два понятия, как, например, истинный патриотизм и модный патриотизм? Ну, это я бы так назвал. Ну, например, сейчас модно быть спортсменом, давайте будем патриотами, хорошо, все стали патриотами. То есть не от души идет, да, а от моды, скажем так. Не, ну вот, к сожалению, я тут с вами согласен. У меня тоже очень многие вещи, которые у нас вот такой тренд, мода, Да. они меня тоже беспокоят, потому что на самом деле это уже идет уже не от души, это не искренне. Но я не знаю, может, в силу своего уже возраста, я замечаю, когда люди искренне, и совершенно другое, когда люди просто хайпуют. Ну, опять же, это Ну, было да. ваше модное слово, молодежи, уже сам переходишь. Можно сказать, что это понты по-нашему, да? И вот этого хайпа, понтов, их стало очень много. И при этом я очень многих людей знаю по 30-40 лет, и вдруг смотрю, он делает. И я-то знаю, что он не искренен. Он всей своей жизнью, я ему докажу, что он совершенно не патриот, и он совершенно не благотворитель. Вот это то, что он сейчас делает, это, скорее всего, что он делает опять или потому, что это модно, или это потому, что нужно, или потому, что это ему сказали. Поэтому, мне кажется, все-таки вот такие вещи, о которых вы сказали, это доказывается делом, это доказывается всей своей жизнью. А так просто взял, стал патриотом, это, конечно, это... Ну, вопросов нонсенс. действительно на эту тему очень много, но хотелось бы, конечно, спросить, а означает ли о том, что сейчас нужно возрождать какие-то детские организации, объединения, которые были раньше? Может быть, создать какие-то новые, которых не было? Ну, вот назрела там идея, цель как раз-таки к тому, Нет. чтобы подойти к созданию. Скорее надо, конечно, создавать новое. Вы знаете, вот организация «Ассоциация подросток» — это вот как раз, когда комсомол расходился, я вот тоже подумал, что вот подросток, наверное, сможет заменить комсомол, стать что-то подобным. Но на самом деле доказывает, что это уже невозможно сделать, потому что два раза в одну реку не входят, и тот комсомол, который был, его уже не возродить. Есть какие-то хорошие элементы, которые можно взять, и они, кстати, сохранились. Это и студенческие строительные отряды, и вот те же волонтеры. На самом деле, я не знаю, зачем мы берем вот эти чужие какие-то. Ведь какие волонтеры? Ведь в наше время это были просто тимуровцы. Понимаешь? Господи, нет, нам надо придумать вот это, волонтеры, прям вот это все. На самом деле это в нашей стране всегда было и существовало. И просто мы вот опять то, что вы сказали, модные слова приклеили и пошли дальше. Поэтому, на самом деле, если так посмотреть историю нашей страны, а в частности нашей республики, у нас много что можно сохранять, можно вспоминать. Примеру тому есть, например, был в свое время Леонид Ирмович Левин создал, тут был такой клуб «Искатель» трудных подростков. А с трудными подростками так или иначе всегда у нас кто-то работал, у нас всегда это есть. Потом этими трудными подростками мы гордимся, когда они вырастают и становятся какими-то людьми. Поэтому у нас есть, но в том виде, в каком было раньше, я думаю, что не стоит возрождать. Надо просто придумывать что-то новое, интересное. Ну, хотя, опять же, что тут нового придумывать для детей, которые умеют хорошо рисовать? Ну, по-моему, все их эти кружки или там занятия, где они, школы, где они занимаются, они, по-моему, не слишком-то отличаются от тех школ, которые были, например, в мое время. Александр Григорьевич, ну если очень коротко, вот наверняка ведь должны взаимодействовать между собой и какие-то госорганы, и общественные организации. Вот ваше мнение, как эта связь должна происходить? Ну, слава богу, вот в нашей республике вот взаимодействие между государственной властью и общественными организациями сейчас очень хорошо налажено. Практически ни одно маломальски какое-то мероприятие или какое-то событийное событие не проходит без участия или без совета с общественностью. Мы, вот общественные организации, вот я как и представитель детского движения, да, молодежного и национального культурного, я это вижу. Я буквально практически через день, да каждый день принимаю участие в обсуждении тех или иных каких-то нормативно-правовых актов. Ну, этим действительно стоит гордиться. Александр Да. Григорьевич, большое спасибо вам за участие в нашей передаче.
Тема, она действительно актуальна, о ней, Да, я думаю, долго. нужно... И вам многих надо нужно приглашать. и стоит говорить, да. Ну, а я напоминаю о том, как воспитать истинного патриота своей страны. Мы сегодня говорили с председателем русской общины Якутии и председателем ассоциации «Подросток» Александром Подголовым. Корреспондент Якутии 24 следят за развитием событий. Оставайтесь на канале и удачного дня.